Добрый вечер. Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Как всегда, в фокусе событий самые острые проблемы и пути их решения. Мнения, дискуссии, предложения – все это сегодня в большой студии ТНВ при участии наших уважаемых экспертов. Внимание, родители! Лето – время самых высоких рисков для ребят. Ссадины, ушибы, переломы. Именно летом, по статистике, травмы получает каждый 10-й ребенок. Обязанность взрослых – предупредить детей. Не уходить из дома без ведома старших и соблюдать все правила дорожного движения. Помните о пожарной безопасности и быть максимально внимательными на воде. Не играть вблизи железных дорог, держаться подальше от пустырей и заброшенных зданий. Не разговаривать с незнакомыми людьми. О безопасных каникулах сегодня мы поговорим в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Ну а провести этот эфир мне поможет моя соведущая, председатель Комитета Государственного совета Республики Татарстан по социальной политике Светлана Михайловна Захарова. Здравствуйте, Светлана Михайловна. Добрый вечер. Также в нашу студию сегодня приглашены Гузель Любисовна Удачина, уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан. Добрый вечер. Алсу Мунибовна Асадуллина, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан. Добрый вечер. Ринат Наилевич Садыков, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Добрый вечер. Добрый вечер. Ирина Юрьевна Пузакова, руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Светлана Михайловна, лето – это самое любимое время года для всех наших детей. Еще больше возможностей для игр, для движения, еще больше возможностей для того, чтобы узнавать окружающий мир. Скажите, пожалуйста, неужели ради их безопасности и нашего спокойствия необходимо это все ограничить и запретить? Конечно же, лето – это хороший период для отдыха, но и в то же время это период опасности, как вы и сказали в начале нашей передачи. И, наверное, мы сегодня должны говорить не о запретах, а именно как предупредить, чтобы наши дети оставались здоровыми, чтобы они не тонули на водоемах наших, чтобы там, где они гуляют в городских дворах, катаются на велосипедах, чтобы все это было безопасным. И, конечно же, задача государства, общества и особенно родителей предупредить наших детей и сделать все, чтобы отдых летний стал безопасным и каникулы прошли у детей на отлично. Ну что ж, я надеюсь, сегодня у нас получится очень интересная и познавательная дискуссия. Особенно для наших детей и родителей. Обязательно. Гузель Любисовна, к сожалению, из года в год нам приходится разделять наших детей на тех, кому повезло отдохнуть за городом, может быть, где-то у бабушки с дедушкой в деревне или на даче, и тех, кому повезло меньше, кому все-таки приходится оставаться в городских условиях, в каменных джунглях. И в какой-то степени, конечно, такие ребята предоставлены сами себе. Правда ли, что улица для несовершеннолетнего в летний период – это все-таки самое опасное место? Вы знаете, я бы сказала так. Есть определенные опасности и риски пребывания детей и в городской, и в сельской местности, и на природе. Везде свои риски. Если говорить о городе, то, конечно, здесь прежде всего необходимо, чтобы было абсолютно безопасным для каждого ребенка, вне зависимости от возраста, его дом, его квартира. Когда мы говорим об этом, то прежде всего имеем в виду деток маленького возраста. Да. К сожалению, ежегодно мы имеем печальную статистику гибели, травмирования детей в результате выпадения из окон. Это, опять же, наша с родителями обязанность создать безопасные условия для того, чтобы таких случаев не было вообще. Не то, что минимизировать, их не должно быть вообще. К сожалению, вот ежегодная статистика у нас как бы есть такая печальная. Безусловно, нужно говорить не только о доме, нужно говорить и о тех городских строениях, которые имеют место быть. Буквально вот на прошлой неделе многие, наверное, видели ролик, на котором дети занимаются, снимают селфи, чем-то еще, значит, на крыше квартирного дома, многоэтажного дома в Новосавинском районе. Мы занимались этой историей тоже, пытались видеть, как это стало возможным. Но мы, как взрослые, сегодня должны обеспечить невозможность доступа детей на вот такие вот объекты. Буквально в прошлом году, зимой даже, да, зимний был сюжет о том, как дети вообще себе горнолыжный курорт устроили на крыше высотного дома и катались там на скейтборде. То есть ребята, в принципе, особенно мальчишки, они склонны к приключениям, к авантюризму. Даже Антон Павлович Чехов писал еще в позапрошлом веке, да, свой рассказ «Мальчики». Монтигомо «Истребиный коготь», да, это стремление к каким-то приключениям, авантюрам. Поэтому нужно иметь в виду, что, в принципе, дети у нас – это пытливый ум, это невероятная активность.
И лучше этот пытливый ум и активность направить в позитивное русло нам, взрослым, чем потом и провоцировать на поиск этих приключений. Конечно, речь идет сегодня о спортивных площадках, о детских площадках. Республика Татарстан уже не первый год реализует свою уникальную совершенно программу по строительству новых спортивных площадок, детских. В этом году стартовала программа «Наш двор», которая тоже одной из целей ставит создание таких достойных, очень хороших условий для пребывания наших детей на улице. Но мы сегодня не должны забывать о тех площадках, которые через эту программу еще пока не прошли, достаточно старые, и потенциально они, конечно, представляют угрозу для здоровья, где-то и жизни наших детей. Поэтому вот эти вот объекты, они должны быть под постоянным контролем. Объекты незавершенного строительства, те же самые стройки. Конечно, должно быть жесткое табу на возможность доступа, свободного доступа туда детей. Поэтому опасностей достаточно много. Это и железнодорожные пути, это и дорога, собственно говоря. Это то интенсивное движение дорожное, которое есть в пределах городского поселения любого. К сожалению, это и возможность доступа детей и к воде. Вот такие жаркие дни стоят, и мы, к сожалению, уже имеем очень печальную статистику погибели детей на водных объектах и по взрослым, и по детям. Пляжи не открыты. Везде стоят аншлаги о недопустимости подобного, о недопустимости купания. Но, тем не менее, дети купаются, дети гибнут. Я бы здесь, конечно, обратила внимание вот на 3 важных составляющих обеспечения безопасности. Первая составляющая, конечно, это об ответственности родителей. Вот мы говорим об ответственном родительстве. Вот здесь это самое главное, конечно. Я не устаю говорить все время о правиле вытянутой руки. Конечно, прежде всего это имеет отношение в таком прямом смысле к детям дошкольного возраста, которые постоянно должны быть на расстоянии внимания, хотя бы взгляда родителя, чтобы вовремя прийти ему на помощь и его защитить. Но и о взрослых ребятах нужно говорить об этом правиле. Оно несколько по-другому, конечно, действует. Мы в любом случае должны знать, где наши дети, с кем, чем они занимаются, чем они собираются заниматься, что им интересно, как прошел их день, для того, чтобы вот понимать и корректировать где-то вот рискованные намерения ваших детей чем-то заняться, допустим, завтра или в ближайшее время. Следующий момент – это, конечно, запретительные меры. Никто их не говорит о том, что только ими мы сможем решить эту проблему, но запретительные механизмы нельзя на крышу, на чердак, нельзя в подвал, нельзя на стройку, нельзя на железнодорожные пути. Вот эти нельзя, они должны быть обеспечены. Но здесь уже речь идет о государстве, речь идет об органах власти соответствующих. Ну и, конечно, нужно очень много говорить с детьми, чтобы их вот это вот стремление к безопасному поведению, это стало их естеством. Не только полагаться на то, что нашим детям это объяснили, наверное, на уроках ОБЖ, да, на уроках окружающего мира. Этого явно недостаточно. Об этом достаточно много. Нужно говорить дома родителями на конкретных примерах, что-то демонстрировать, для того, чтобы это стало таким неотъемлемой манерой поведения наших детей, очень естественной и в детстве, и в будущем. Будем надеяться, что родители, которые сейчас смотрят нашу передачу, ваши очень важные слова услышали. Ну и, наверное, те руководители, ответственные люди за чердаки и те же самые крыши тоже будут еще более внимательными к своим обязанностям. Очень хочется надеяться, конечно. Алсу Мунибовна, вот летний период, к сожалению, в Республике Татарстан в этом году из той эпидемиологической ситуации, как и всей в России, в мире, в общем-то, начался намного позже, но и он и отличается от предыдущих периодов. Это тем, что наши дети должны быть на определенном расстоянии, все мероприятия должны проходить на открытом воздухе, отменяются родительские дни и те самые, в общем-то, скажем так, продукты, которые часто родители привозят. Вот скажите, уже у нас стартовал с 1 июля наши лагеря открылись, и Министерство образования тоже есть определенное количество лагерей. Как соблюдаются меры безопасности? Сыты ли наши дети? Довольны ли они? Вот хотелось бы узнать об этом, чтобы родители еще раз не переживали за наших детей. Несмотря на то, что у нас очень тяжелое время, все-таки с 1 июля летняя оздоровительная кампания началась. Началась она в очень строгих условиях, которые нам выставляет Роспотребнадзор, и это правильно, для того, чтобы все-таки не предотвратить заражение дальнейшее еще и в наших лагерях. Поэтому в этом году очень строгие правила приемки лагерей и пребывания там. Во все лагеря заезжают одновременно и сотрудники, и дети.
Пищеблок работает, сотрудники только в масках и в перчатках. Двухразовая термометрия утром, вечером и детям, и сотрудникам. Никаких гостей со стороны. Это если раньше мы говорили о том, что могут приезжать интересные люди, которые могут поделиться своим опытом, мастер-класс показать, концертные программы и так далее. Сейчас все это возложено на плечи сотрудников. Поэтому очень тщательно подбирался и штат сотрудников, которые могут не просто занимать детей воспитательной работой, но и образовывать их, и развивать их и так далее. Это довольно сложная ситуация в этом году. И, конечно, вот вы правильно сказали, что нет родительских дней. То, чего никогда еще не было. Да, все дети еще с моего детства ждали родительского дня, когда родители привезут вкусняшки, одежду и так далее. В этом году этого нет. Тем не менее, родители об этом предупреждены, и все лагеря у нас открылись только в соответствии со строгими требованиями. К сожалению, не разрешили открывать палаточные лагеря. И в связи с этим вот, у нас, конечно, есть вопросы родителей, есть вопросы, которые остаются пока у нас нерешенными. Это пришкольные лагеря. Потому что мы не можем соответствовать в пришкольных лагерях одновременному заезду и выезду сотрудников и детей, поскольку дети вынуждены передвигаться из дома в школу, из школы в дом. И очень много родителей, конечно, по этому поводу переживают. На сегодняшний день Межведомственной комиссии Республики Татарстан по летнему отдыху принято решение в соответствии с санитарными правилами о переносе пришкольных лагерей на более позднее благоприятное время. Но я хочу сказать, это тоже не окончательное решение, поскольку у нас с вами сегодня действуют правила, которые запрещают массовые мероприятия в школах с детьми до 1 января. Но будем надеяться, что ситуация все-таки улучшится, Конечно. И наши дети смогут отдохнуть. И вот наша как раз задача, чтобы дети максимально, вот как вы сказали, очень родители переживают. Наверное, не стоит переживать, что дети находятся в надежных руках сегодня. Конечно. Особенно в лагерях. Проверяющим вход не запрещен. Проверяющие у нас также контролируют и питание, и пребывание. Это все есть. Спасибо. Без контакта с детьми, конечно. Спасибо. Ринат Наилевич, мы знаем, что за ситуацией очень в татарстанских лагерях очень внимательно следят специалисты Роспотребнадзора. Есть определенные условия, которые необходимо соблюдать. Еще один, так скажем, больной вопрос, который действительно волнует всех татарстанских родителей, которые отправляют своих детей в летние оздоровительные лагеря. Это вопрос качества продуктов. Сыты ли дети, все ли в порядке? Есть ли поводы для беспокойства летом 2020 года? Может быть, мы их успокоим все-таки? Вы знаете, у нас достаточно большой опыт работы в организации отдыха и оздоровления детей в Республике Татарстан. Как уже было сказано, коллегами на уровне республики работает межведомственная комиссия по организации отдыха, которую возглавляет вице-премьер нашей республики. И в состав этой комиссии входят и контролирующие органы, и все министерства и ведомства, которые заинтересованы действительно в предоставлении качественной услуги организации отдыха и детей наших, которые проживают и в городе Казань, и в районах Республики Татарстан. Я должен вам сказать, что на сегодняшний день работает 88 республиканских и муниципальных лагерей, и порядка 13 с лишним тысяч детей уже получают эту услугу отдыха и оздоровления в этих лагерях. И что касается питания, то это один из 3 главных пунктов комплексной безопасности, которую мы обязаны обеспечить в детских лагерях. Комплексная безопасность – это организация достойного питания. Второе – это организация круглосуточной охраны. И третье – это организация деятельности лагеря бесперебойного в течение 24 часов в сутки, чтобы вожатые, педагоги, организаторы действительно всегда были начеку и следили за нашими детьми. Так вот, одним из приоритетов среди этих 3 правил, конечно, является организация питания. И нужно отметить, что в этом году мы совместно с Роспотребнадзором, совместно с Государственным комитетом по закупкам усилили регламент приемки продуктов питания в детских оздоровительных лагерях. В этом году дополнительно Роспотребнадзор на уровне Москвы, на федеральном уровне ввел дополнительное усиление мер по приемке продуктов питания, отслеживая их качество и отслеживая наличие всех документов на эти продукты питания. Ну и, конечно же, безусловно, мы очень внимательно подошли к набору персонала в пищеблок, который занимается готовкой блюд, которые мы подаем нашим детям. И в этой части, конечно, безусловно, мы на сегодняшний день, вот уже середина
июля, и на сегодняшний день мы нарушений вот в этой части не имеем, и претензий со стороны Роспотребнадзора у нас тоже нет. Понятно, что это первые 2 недели, у нас еще до 1 сентября много времени, но мы эту планку, я думаю, что сохраним, и родителям не стоит беспокоиться за организацию питания, ну и вообще отдыха в детских оздоровительных лагерях. Кстати, что касается родителей, может быть, какие-то предложения, комментарии, замечания, что-то поступало в министерство? Я должен добавить, что, как вот Алсу Мунибовна сказала в своем выступлении, что сегодня запрещены родительские дни. Это ограничительная мера, она вынужденного характера. И мы должны сказать сегодня спасибо нашим родителям за тот уровень понимания, который сегодня мы наблюдаем. Нет ни споров, нет каких-то разногласий в этой части. Все очень с пониманием подошли и не приезжают в детские лагеря для того, чтобы посетить своих детей. Это нас очень, что называется, воодушевило. Ренат Наильевич, ну а все-таки обратная связь с родителями, куда они могут обратиться, если у них возникают вопросы? Работает ли сайт Министерства образования, может быть, в самом лагере, где они могут отдать свои отзывы даже, например? Да, безусловно. Вот что касается обратной связи с лагерями, то Министерство по делам молодежи ежесуточно ведет мониторинг, как организован детский отдых и здоровье детей, самое важное, да, и не только детей, но и персонала в каждом лагере ежесуточно. Мы каждый вечер получаем эту статистику, ее обрабатываем, анализируем, делаем соответствующие выводы. Что касается родителей, то все дети, конечно же, могут связаться со своими родителями в нужное время по средствам мобильной связи. Во всех лагерях практически у нас есть высокого уровня и качества интернет-связь. Ну и, конечно же, все вожатые, все педагоги имеют мобильные телефоны наших родителей и при необходимости могут выйти на связь и обменяться мнениями. Спасибо. Мы, наверное, как раз и узнаем. Сейчас мы соединимся с начальником оздоровительного лагеря «Заречье» Константином Алексеевичем Крайновым. Здравствуйте, Константин Алексеевич. Сегодня уже 2 недели работает ваш лагерь. Скажите, пожалуйста, в первую очередь о вожатых. Наверное, потому что действительно наших родителей волнуют вожатые. И как уже вот было сказано Гузель Любисовной и Алсу Мунибовной, что ответственность на них колоссальная. Они находятся с нашими детьми 24 часа в сутки, как говорят, 24/7. Поэтому вот какие у вас квалифицированные специалисты работают. Ну и, конечно, тоже бы хотелось узнать о безопасности вашего учреждения. Еще раз, что успокоить наших родителей. Здравствуйте, уважаемые студии, здравствуйте, телезрители. По поводу вожатых отвечу на вопрос сначала. То есть все вожатые, весь педагогический состав у нас проходит обучение в школе вожатых Республики Татарстан, которая организована нами, городским центром ЯЛ, лагерем «Заречье», совместно с Республиканским центром «Лето» и Министерством по делам молодежи Республики Татарстан. В этом году в связи с пандемией часть обучающего состава, то есть обучающей программы пришлось перевести на формат онлайн, но это не помешало подготовить нам необходимые кадры. Плюс, помимо этого, все занятия, которые должны были проходить онлайн, мы успели провести еще в январе и феврале. Вот. И также у нас, конечно же, есть запас, так скажем, состава педагогического, запас вожатых из прошлых смен с хорошим опытом, с хорошими знаниями, которые в том числе помогли нам создать программу таким образом, чтобы не было необходимости, вернее, уйти от необходимости приглашать в лагерь каких-то сторонних специалистов. У нас проводятся профессиональными танцорами, которые работают вожатыми у нас, и занятия по брейк-дансу, занятия по музыке, играх на гитаре и различных творческих составляющих лагеря, так как смена у нас по большей части первая смена творческая. Вот. Что касается обеспечения безопасности, помимо того уже, что говорили сегодня в студии, хочется добавить, что помимо одномоментного заезда и прочих вещей, у нас еще во всех помещениях, в каждых
общих помещениях установлены специально оборудование для обеззараживания воздуха, для очистки воздуха. При входе в каждое здание установлены дозаторы с антисептиком для рук для детей. Во всех больших зданиях, столовых, актовом зале при входе даже внутри здания, в холлах, в классах, везде присутствуют дозаторы. Также дозаторы с антисептиком разданы всему педагогическому составу для их общего контроля над детьми, чтобы дети могли обрабатывать руки. Проводится частое проветривание во всех помещениях во время отсутствия в этих помещениях детей. Также во время питания в столовой у нас питание разделено на 2 смены. И, соответственно, у нас получается так, что за столом, за которым обычно сидели бы 6 человек, сейчас сидят только 3 человека. И за каждый стол садятся только те дети, за один стол садятся только те дети, которые живут в одной комнате, чтобы их во время питания разобщить с детьми из другого отряда. Что касается мероприятий, все мероприятия продуманы так, чтобы по максимуму проводить их на улице, на свежем воздухе. Благо погода в первую смену нам этого позволяет. Достаточно теплая и ясная погода стоит. И при необходимости, дожди были, у нас достаточно помещений и в залах разделены. У нас дети на небольшие подгруппы, за каждым отрядом закреплены свои, так скажем, отрядные места в помещениях, где дети проводят уже свои занятия по кружкам, по интересам, мастер-классы различные, по рукоделию и прочее, прочее. Спасибо большое, Константин Алексеевич. Большое спасибо. Желаем вам удачи и хорошего проведения летних каникул и смен, которые еще будут у вас. Ну и, конечно, привет нашим детям, чтобы они хорошо отдохнули, оздоровили свое здоровье. Спасибо. Ну а далее в продолжении нашей программы вспомним резонансный случай прошлого года. 49 детей и 5 вожатых, которые приехали отдохнуть в Крым из Татарстана, получили отравление в оздоровительном лагере «Лучистый», который находится под городом Евпатория. Причиной ухудшения здоровья наших земляков стал так называемый норовирус. Давайте вспомним историю годичной давности, а затем продолжим разговор. Ты себя сейчас как чувствуешь? Ну, так себе, веду, конечно, да, я какую-то конфету. Девочка без настроения, мама не находит себе места. Женщина пожелала не называть своего имени. Ее 15-летняя дочь одна из 49 детей, которые отравились в крымском лагере «Лучистый» в 2019 году. Поняли в 3 часа ночи, что отравление салатом, потому что салат был кислый. Отправляли совершенно здоровых детей, сдавали перед этим очень много анализов. У Алисы Гараевой в крымской больнице оказался 11-летний сын. В лагерь он поехал в первый раз. С утра позвонил, то, что у него болит живот. Соответственно, потом их отвезли уже в медпункт. Как-то крутить начало. Из детского лагеря в горбольницу Евпатории практически одновременно переехали 54 человека. Из них 49 детей, все из Татарстана. Причина госпитализации – массовая рвота и диарея. Состояние всех находящихся в стационаре средней тяжести, тяжелых больных нет, угрозы жизни нет. Предварительный диагноз – острое кишечное заболевание. Состояние всех оказавшихся в стационаре средней тяжести, угрозы жизни гостям из Татарстана не было. Ситуацию под личный контроль пришлось взять президенту республики Рустаму Минниханову. Была организована межведомственная комиссия, проведена служебная проверка. В Крым отправилась и детский омбудсмен Гузель Удачина. Порядка еще около 10 детей у нас остаются в изоляторе на территории лагеря. Но это как раз те дети, у которых есть легкая степень тяжести. Крым пришлось посетить и руководству центра «Черноморец». Именно этот оператор отправлял татарстанских детей на отдых в лагерь «Лучистый». Технический день написано просто. Это совпадение или как? Наверное, совпадение. Смена в лагере «Лучистый» началась 8 июля 2019-го. Из Татарстана в Крым поехали 201 ребенок и 19 педагогов. Наш центр «Черноморец» для наших детей из Татарстана покупает на конкурсной основе, покупает путевки в тех или иных лагерях. Не мы же выбираем, я хочу или не хочу. Есть федеральное законодательство, в рамках которого есть нормативы определения победителя.
После этого неприятного случая Минмолодежи республики дополнительно проверила южные лагеря, где отдыхают дети из Татарстана. Также Роспотребнадзор в Крыму назвал возбудителя болезни, им стал норовирус. Причина – испортившийся салат. Ренат Наильевич, ну и закономерные вопросы после просмотра этого сюжета. Возможно ли повторение истории 2019 года сегодня, в 2020? Ну и, собственно, как вообще обеспечивается безопасность наших детей вдали от дома? Ну, говоря о ситуации прошлого года, нужно сказать, что здесь достаточно оперативно сработала и Республика Татарстан, и, как было сказано, и Гузаль Любисовна удачно выехала, и представители Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Так или иначе, лагерь принял, что называется, свою вину, признал свою вину, и с этим лагерем, конечно же, мы уже больше никогда работать не будем. То есть он уже в черном списке? Совершенно верно. Это первое. Второе. Уже в апреле-мае месяце, когда определились подрядчики по организации отдыха наших детей татарстанских на Черноморском побережье, как и было сказано в рамках 44-го федерального закона, мы уже в апреле-мае месяце неоднократно выехали в этом году для проверки этих лагерей на межведомственном уровне с привлечением территориального отделения Роспотребнадзора и Республики Крым, и Краснодарского края, с привлечением министерств и ведомств, которые отвечают за безопасность детей, которые приезжают и в Крым, и в Краснодарский край. Ну и, конечно же, мы были полностью во всеоружии готовы с организацией зеленых коридоров, так называемых транспортных зеленых коридоров, для наших детей в части подготовки и организации отдыха детей на Черноморском побережье. Но вот, к сожалению, из последних новостей 30 июня текущего года были подписаны новые правила, санитарные правила Роспотребнадзором, руководителем Роспотребнадзора Поповой, где на сегодняшний день имеется запрет на выезд детей из одного региона в другой регион для организации отдыха и оздоровления. В эту категорию, конечно же, и наши дети попали, к сожалению. И получается так, что сегодня ни к нам в республику не могут приехать дети из других регионов для отдыха, ни мы не можем выехать ни в Краснодарский край, ни в Республику Крым. Означает ли это, что теперь о Черноморском побережье, ну хотя бы в 2020 году, необходимо забыть? Или все-таки это пока временное распоряжение и что-то еще может поменяться? Да, мы бы так не говорили. Конечно же, остается надежда на то, что сейчас ситуация она стабилизируется, и, наверное, к августу месяцу, дай бог, мы получим это разрешение на то, чтобы хоть какая-то небольшая, но часть детей смогла увидеть море и смогла отдохнуть. Спасибо большое. Ирина Юрьевна, у меня вопрос к вам, как представителю профсоюза. В Федерации профсоюзов ведения находится 5 санаториев. И, конечно, как вот сказал Ренат Наильевич, что многие закрыты сегодня, в том числе и зарубежные курорты, и многие хотят отдохнуть уже в наших санаториях. Вот какие сегодня условия, и именно есть ли отдых для наших детей в ваших санаториях? Ну, надо сказать, что все профсоюзные здравницы открыты, конечно, с точки зрения тех требований Роспотребнадзора, которые касаются и детских оздоровительных лагерей. То есть это соблюдение всех тех правил, которые прописаны и всем уже сегодня всем, по-моему, известны. Да? То есть дети размещаются в комнатах, уже невозможно разместить, например, 3 человека в комнате. Да? То есть нужно соблюдать, на каком расстоянии должны стоять кровати. Точно так же запрещены у нас в данный момент сейчас открыты детские лагеря в 2 здравницах, в Жемчужине и в санатории Васильевском. Точно так же запрещены родительские дни. Родители не могут приехать навестить своих детишек на отдыхе. Кроме этого, все сотрудники санатория, которые контактируют вообще с ребятами, они, во-первых, прошли тесты на коронавирусную инфекцию. Они проживают в этом санатории, они никуда не могут выйти из санатория. Только это все связано только с тем, чтобы не было заноса инфекции снаружи. Да? То есть все сделано для того, чтобы наши ребятки максимально были в безопасности
безопасности находиться в здравницах. Потому что сейчас в санатории приехали ребята по путевкам Министерства здравоохранения. Это дети с ослабленным здоровьем. Допустить еще каких-то дополнительных инфекций мы просто не можем. Все дети получают в наших здравницах, не только отдыхают, питаются, играют, но они получают еще и лечение, которое тоже также с точки зрения правил Роспотребнадзора точно так же в ограниченном состоянии. То есть нельзя, например, уже групповые проводить ингаляции. Да? То есть это могут быть только ингаляции, которые... Да, индивидуальные ингаляции. Да? И много других требований, которые нужно соблюсти. Поэтому максимально стараемся делать все, чтобы дети у нас были в безопасности в здравницах. Где необходимую информацию найти можно? Ну, на сайте Федерации профсоюзов размещена вся информация. Все телефоны, да, все это размещено. Кроме этого, ну, если говорить о стоимости, то путевки, которые допустим, по Минздраву, да, это дети получают их бесплатно. Точно так же участвуют профсоюзы в республиканской программе, где тоже эти путевки получают родители бесплатно. Кроме этого, сейчас большой заезд у нас есть промышленных предприятий, где предприятия для детей сотрудников приобретают путевки. Тут все зависит от того, в основном это покупает предприятие, и у родителей просто будет родительский взнос. Довод на каждом предприятии он свой. Где-то он 10% родительский взнос, где-то доходит до 50%. Если говорить о коммерческой стоимости, на данный момент она 1600 рублей в сутки, и в нее входит и проживание, и питание, и лечение в наших здравницах. Замечательно. Спасибо большое за информацию. Далее удаленно к нам присоединяется еще один гость программы «Трибуна нового века», трибуна депутата. Это Дамир Равильевич Бекмухаметов, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по Республике Татарстан. Дамир Равильевич, здравствуйте, очень рады вас видеть. Добрый вечер. Итак, Госавтоинспекция Республики недавно опубликовала список муниципальных образований, в которых выросло количество аварий с участием детей. Среди районов с большим количеством таких ДТП Алексеевский, Аксубаевский, Кайбицкий, Заинский, Лениногорский, Рыбнослободский, Сабинский, Черемшанский и Чистопольский. Пожалуйста, скажите, с чем связан такой рост и какие профилактические меры сегодня реализует ГИБДД Татарстана? Действительно, в районах, которые вы назвали, по итогам 6 месяцев 2020 года зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Данный рост связан с тем, что в указанных муниципальных образованиях недостаточно организована профилактическая работа с детьми, родителями и водителями транспортных средств. Госавтоинспекция совместно с министерствами, ведомствами, исполнительными комитетами будет усиливать профилактическую работу как в данных районах, так и по всей республике. В целом же по Республике Татарстан отмечается снижение всех 3 показателей аварийности с участием детей до 16 лет. Так, по итогам 6 месяцев 2020 года на дорогах республики зарегистрировано 163 дорожно-транспортных происшествий, в которых 4 ребенка погибли и 178 получили ранения. Количество ДТП сократилось на 86 фактов, количество погибших на 7 детей, количество раненых на 82 ребенка. Большую часть детей получают травмы, будучи пассажирами транспортных средств. Так, за 6 месяцев текущего года с участием детей и пассажиров зарегистрировано 84 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и 95 получили травмы. Основными причинами происшествий с детьми-пассажирами является нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, несоблюдение водителями очередности проезда, неправильный выбор дистанции. С участием детей-пешеходов зарегистрировано 65 ДТП, в которых 68 детей получили травмы. С участием детей-велосипедистов зарегистрировано 14 ДТП, в которых 14 детей получили травмы. Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно усугубляется в летний период. Связано это с тем, что дети больше времени проводят на улице, увеличивается их перевозка к местам отдыха и обратно. Поэтому профилактика аварийности с их участием становится особенно актуальной. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан совместно с профильными министерствами и ведомствами, в том числе со средствами массовой информации, проводит целенаправленную работу в данном направлении. Перед началом летних школьных каникул в период с 20 мая по 3 июня 2020 года проводилось республиканское профилактическое мероприятие «Внимание, дети». В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проводили работу по пресечению нарушений правил перевозки детей. Также выявлялись дети, которые сами нарушали правила дорожного движения. В отношении них сотрудниками собирались материалы, которые передавались в подразделения по делам несовершеннолетних для принятия решения о вынесении предупреждения или направлении материалов на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
в последующем для постановки ребенка на профилактический учет. Кроме того, в каждом случае составлялась карточка «Стоп, твоя жизнь в опасности», которая направлялась по месту учебы правонарушителя для проведения профилактической работы как с детьми, так и родителями. Всего за 6 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД было пресечено более 900 нарушений правил дорожного движения детьми. Также сотрудниками госавтоинспекции в рамках дистанционного обучения детей проводили онлайн-занятия и беседы, использовались видеоматериалы портала по безопасности дорожного движения ЗАКЛА. В средствах массовой информации освещались вопросы, связанные с профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма. Министерством внутренних дел по Республике Татарстан в территориальные подразделения госавтоинспекции направлены указания о необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в летний период. В рамках мероприятий территориальные подразделения ГИБДД совместно с сотрудниками Государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» проводят информационно-пропагандистские мероприятия для детей и родителей в жилых зонах, дворовых территориях муниципальных образований, товариществах собственников жилья, а также в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе с использованием дистанционной формы работы. Дамир Равильевич, большое спасибо вам за вашу работу. И еще один вопрос, который касается наших родителей. И сейчас у вас есть возможность к ним обратиться. Какие меры предосторожности сегодня, летом, необходимо соблюдать для того, чтобы уберечь наших детей от опасности? Пожалуйста. Хочу обратить внимание родителей и всех участников дорожного движения. Садясь за руль своего автомобиля, вы начинаете управлять источником повышенной опасности. Необходимо строго соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными. Законодательством четко регламентированы требования к скорости движения при перевозке организованных групп детей. Она не должна превышать 60 км в час. Как показывает статистика, при соблюдении указанного скоростного режима вероятность стать участником ДТП минимальна. В связи с этим мы настоятельно рекомендуем придерживаться этих требований и водителям, которые перевозят детей в своих автомобилях. Водителям следует воздержаться от опасных маневров, особенно связанных с выездом на сторону дороги, предназначенных для встречного движения. Еще раз напоминаю, что согласно правилам дорожного движения, дети до 7 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах, а на переднем сидении автомобиля дети до 12 лет также должны перевозиться в детских удерживающих устройствах. В свою очередь, госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан рекомендует перевозить детей до 12 лет в детских удерживающих устройствах и на заднем сидении обязательно только в детских удерживающих устройствах. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Уважаемые родители, ежедневно напоминайте о правилах безопасного поведения на дороге, о том, что переходить дорогу можно только в установленных местах, на разрешающий сигнал светофора и только убедившись, что все транспортные средства остановились и пропускают пешеходов. Детям до 14 лет выезжать на велосипеде на проезжую часть запрещено. Добавлю, что пересекать пешеходный переход велосипедисту можно только в качестве пешехода, ведя велосипед. Всегда контролируйте, где находятся ваши дети. Храните ключи от транспортных средств в недоступных для детей местах. Также хочу обратить внимание родителей на необходимость проведения разъяснительной работы с детьми об использовании современных средств передвижения, электросамокатов, гироскутеров, моноколес на закрытых площадках с использованием соответствующей защитной экипировки. Уважаемые родители, будьте примером для своих детей. Желаю всем безопасных дорог. Спасибо большое, Дамир Равильевич. Я думаю, что родители нас услышали и будут следить за своими детьми и сами показывать пример, потому что очень много, к сожалению, травм на дороге, связанных с детьми. Большое спасибо за участие в передаче. И далее. Новость последних дней. Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение правительству республики усилить контроль за соблюдением мер безопасности на водных объектах. Об ответственности взрослых за оставление детей без необходимого присмотра на воде мы поговорили с Юрием Владимировичем Венедиктовым, главным государственным инспектором по маломерным судам Республики Татарстан. И вот какой комментарий мы получили. Внимание на экран. В целом, мы уже в этом году провели 3 заседания КЧСПБ. Одно из них было посвящено безопасности детей на водных объектах, в том числе в оздоровительных лагерях. Акцентировали меры и ответственность органов местного самоуправления. Во-первых, каждый случай нарушения правил поведения ребенка на воде, а это нахождение ребенка у воды без взрослых,
является правонарушением. Должен быть рассмотрен на комиссии или муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних, или комиссия республиканская. У нас есть и республиканская комиссия, есть аппарат уполномоченный по правам ребенка, где практически еженедельно ведется работа по определению мер и их выполнению по безопасности детей на водных объектах. Ежедневно в республике работает сводная мобильная патрульная группа муниципальных районов. Они патрулируют места массового выхода людей на воде. В том числе в состав комиссии решением распоряжением КЧСПБ было рекомендовано органам МВД включить представителей ПДН, то есть полиции по делам несовершеннолетних. Вот в результате указания президента, после его указания, резко активизировалась административная практика. И уже сейчас, буквально за прошедшие 3-4 дня, если раньше количество протоколов было где-то на уровне 10-12, то уже сейчас их количество составляет 166 протоколов. Основная, конечно, часть – это за нарушение купания в необорудованных местах. В том числе, значит, вторая часть – это основная по появлению в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, потому что население гибнет активно, купаясь именно в состоянии алкогольного опьянения. И третья часть, конечно, это статья 5.35, именно по нахождению детей без надзора взрослых. Что хотел порекомендовать родителям, это, конечно, ни на минуту нельзя оставлять ребенка, в том числе, даже если он находится рядом с вами, ни у водного объекта, и ни в коем случае, конечно, не отпускать детей одних к водным объектам. Вот из четырех случаев трагических, которые произошли в республике, у нас 2 случая, это дети были оставлены без надзора, предоставлены сами себе, они играли, купались, в результате погибли при купании в необорудованных местах. И 2 случая, это, к сожалению, произошли уже именно в присутствии родителей. То есть это еще раз говорит о том, даже находясь в месте массового отдыха, на пляже, в любом месте у воды, ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без надзора. Он может пропасть из виду мгновенно, а искать его уже будет затруднительно. Даже купаясь на пляже, дети должны купаться только в детской купальне. Именно за этой детской купальней есть постоянный присмотр спасателей, и ни в коем случае нельзя доверять его подросткам или другим детям подросткового возраста, как это было на озере Большом Лебяжьем. Второе, конечно, что бы хотелось порекомендовать, это, конечно, прежде всего научить ребенка плавать. У нас программа «Все обувь» в республике идет, занимается и в школе. Активно обучается уже более 60 тысяч детей с 2015 года обученным плаванию. То есть, прежде всего, научить, конечно, ребенка плавать. Можно отдать, конечно, лучше его в секцию или плавания спортивного, или в секцию водного пола. Там, где уже он будет более развит, и там, где практикуются уже приемы захвата. Ни в коем случае при выборе места, при посещении на воде, ни в коем случае следует всегда запрещать детям игры в воде. Следует всегда помнить, что вода – это агрессивная для человека среда, играть нужно только на берегу. Все игры в воде, связанные с нырянием, купанием, категорически запрещены. Все, дети искупались в течение 10-15 минут, все, вышли на берег под присмотром взрослых, где уже проводят какие-то мероприятия игровые, спортивные, культурные. Длительное нахождение в воде, даже при такой температуре, возможно приведение к переохлаждению и к дальнейшему просто гибели человека. Итак, этот выпуск программы «Трибуна нового века», «Трибуна депутата» мы посвящаем теме «Безопасные каникулы». Очень важные рекомендации для наших родителей. Сразу после короткой рекламы на ТНВ. Не переключайтесь. И вновь я приветствую всех зрителей телеканала «Новый век». Вы смотрите программу «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». Мы продолжаем разговор о безопасности наших детей летом 2020 года. Алсу Мунибовна, хотелось бы, конечно же, задать вопросы по пришкольным лагерям, но, к сожалению, вот время диктует, что их, наверное, скорее всего, у нас не будет. И наши лагеря отдыха и труда, они тоже перенеслись на осень, на зиму. Но у нас остается очень хорошая практика по дистанционному обучению. И вот какие мероприятия сегодня существуют и куда надо родителям обратиться, на какой сайт выйти. То есть хотелось бы, чтобы вы рассказали об этом вкратце.
Да, как только узнали родители, что не будет пришкольных лагерей, они стали задавать вопросы о том, каким образом можно организовать занятия детей по тем или иным направлениям. Причем это не обязательно то, чем ребенок занимался. А может быть, это тот самый момент, когда ребенок заинтересуется с 1-2 занятий, и потом уже в сентябре, как мы все надеемся, придет заниматься уже офлайн, как сейчас говорят, да, а не только онлайн. И у нас разработано очень много дистанционных программ. Они все у нас плавно перешли с учебного года на летний период. Июль у нас рабочие месяцы в учреждениях дополнительного образования. Вся информация есть на сайтах всех учреждений дополнительного образования. И есть замечательный портал «Панорама», где также вывешена вся информация о том, какие у нас есть занятия. Еще раз повторяю, это не обязательно могут быть именно занятия по дополнительному образованию, как мы привыкаем это в течение года учебного. А это вот те занятия, это мастер-классы, это какие-то лектории, это какие-то те интересные моменты, которые дети, может быть, увлекут дальше для дальнейших занятий. И есть замечательный навигатор, есть замечательная программа, которая создана Министерством просвещения России и Агентством стратегических инициатив. Называется «Навигатор образования», и там замечательно также выложены все ссылки на те или иные занятия, которые могут заниматься и дети, и сами родители вместе с детьми. Очень много и хорошей информации для родителей, поскольку это время дистанционного обучения очень сплотило, мне кажется, школу и родителей, да, потому что мы все поняли, что друг без друга нам будет тяжело, и вся учебная наша жизнь, она как бы была в очень большой связи с родителями. Спасибо им огромное за то, что они поддержали, смогли, было очень непросто, и учителей поддержали, и главное, своих детей, да, а и дети поддержали своих родителей, потому что не все родители были настолько легко общались в интернете с учителями, а дети им даже помогали. То есть возьмем рациональное зерно из этой практики. Очень надеемся с сентября выйти. Очень надеемся выйти офлайн, заниматься с педагогами. Тем не менее, мы готовы, и у нас есть такие практики, у нас есть все обращения родителей, мы можем рассмотреть на всех сайтах учреждений образования есть ссылочки на такие занятия. Спасибо большое, Алсу Мунибовна. Ренат Наильевич, 27 июня было такое долгожданное событие, и президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич посетил экстрим-парк Урам, который, в общем-то, открылся. И сегодня он является такой площадкой экстремальных видов спорта для нашей молодежи. Все-таки насколько он безопасен для наших детей? Вот можно вкратце о нем рассказать? Я позволю немножко дополнить. Он не был открыт. Рустам Нургалиевич принял участие в тест-драйве этого экстрим-парка. И тест-драйв показал, где и какие необходимо дополнить строительные и монтажные работы, которыми сейчас, собственно, подрядчик и занимается. И в ближайшее время он их завершит. Но так или иначе, сегодня уже ведется процесс сертификации каждого объекта на территории открытого скейт-парка. Это и памп-трек для начинающих, и памп-трек для взрослых, и скейт-парк, и эйр-парк, и паркур, и многое другое. И этот объект, он один из лучших, единственных, наверное, таких больших и лучших в Российской Федерации европейской части нашего континента. И, конечно же, он соответствует и будет безопасен для всех возрастов, которые будут приходить и использовать его по назначению. То есть сегодня парк не открыт, мы должны это родителям сказать, чтобы они знали. Да. Потому что некоторые дают скейты детям, вы идете в парк, то есть мы говорим о безопасности, и сегодня парк максимально готовится к тому, чтобы он был безопасным. Конечно. Ну, значит, Спасибо. будем ждать, когда же все-таки он откроется, официального открытия. Далее я предлагаю наш общий вопрос для всех участников сегодняшней дискуссии. В конце нашей программы, своеобразные рекомендации для татарстанских родителей. Какой вид отдыха детей летом 2020 года, на ваш взгляд, является наиболее безопасным, что бы вы хотели порекомендовать? Гузель Бисовна, давайте с вас и начнем. Я не буду, наверное, здесь оригинально. Все-таки воспользоваться теми возможностями, которые сегодня предоставляет наша оздоровительная система. На то он и организованный отдых, то есть отправлять все-таки постараться хотя бы на одну смену отправить своих детей в лагерь. Под присмотром, в условиях безопасности, я думаю, что это надежная будет форма организации наших детей. Наверное, у всех будет отпуск. Все-таки, да, хоть какой-то, большой, небольшой и так далее. И вот совместное времяпрепровождение, отдых с своими детьми, тоже организованный, не просто мама с папой сами по себе, дети сами по себе. Вот
все-таки 2020 год дает нам очень много новых вызовов, да, и мы должны на них найти ответ. Может быть, мы больше станем общаться со своими детьми. Мы больше просто будем с ними находиться. Мы больше лучше начнем понимать друг друга и станем ближе друг к другу. Поэтому вот совместный отдых, ну, наверное, тоже на уровне вот одного из самых приоритетных форм отдыха родителей и детей. Алсу Муниловна. Ну, продолжая тему Гузаль Любисной, я всегда рада за то, чтобы родители были ближе с детьми, а в этом году это мы ощутили очень остро, эту необходимость и умение жить вместе, умение отдыхать вместе, это очень большое главное умение, да, и я хотела бы еще порекомендовать поездить по нашему родному Татарстану. Все-таки у нас такое все вокруг красивое, да, вот когда люди приезжают издалека, смотришь их глазами. Посмотреть глазами приезжих на свой родной Татарстан и показать детям, потому что если мы не знаем своей родины малой, мы, наверное, не сильно оценим прелести такой красивой жизни далеко. Поэтому я очень рекомендую посетить все самые большие сокровищницы нашего Татарстана вместе со своими детьми. И сами посмотрят родители, и детям покажут. Спасибо. Ренат Наильевич. Я думаю, что хороший отдых – это хорошо спланированный отдых. Поэтому спланированный, организованный отдых, как Гузаль Любисовна сказала, это, безусловно, детские лагеря Республики Татарстан. Но и еще один важный тезис – это то, что когда мы организовываем свой отдых и отдых наших детей, это отдых не только оздоровление, не только хорошее питание, хороший сон, но, конечно же, и развитие культурное, творческое, поэтому тоже нужно нашим родителям это предусмотреть. Спасибо. Ирина Юрьевна, ваше мнение? Ну, как представитель профсоюзов, конечно, я буду ратовать за, во-первых, совместный, во-вторых, за санаторно-курортный отдых, потому что, ну, практика показала, что, да, на самом деле, как взрослые, так и детки наши, ну, не все мы блещем там стопроцентным здоровьем, да, поэтому санаторно-курортный отдых именно в этот период, с точки зрения того, чтобы принять лечебные процедуры, да, подышать ингаляциями, которые будут укреплять и легкие, и бронхолегочную систему, полежать в минеральных ваннах, провести время с детьми, потому что все татарстанские здравницы имеют большую территорию, где можно погулять, можно насладиться пением птиц, свежим воздухом. Поэтому, конечно, буду рекомендовать санаторно-курортный отдых и, конечно, не буду оригинально, вместе со всей семьей. Спасибо. Спасибо. Светлана Михайловна, у нас в запасе буквально несколько минут остается. Ваши впечатления от сегодняшней дискуссии, собственно, вам, как представителю Государственного Совета Республики Татарстан, подводить итоги сегодня программы «Трибуна нового века», «Трибуна депутатов». Я думаю, что действительно сегодня состоялся конструктивный диалог о безопасности лета, безопасности каникул. Как и я вначале сказала, что лето – это не просто каникулы, а это где-то и опасность для наших детей. И мы должны сделать все возможное, чтобы наши дети к 1 сентября пришли не только здоровыми и живыми, но и даже укрепили себя и в плане здоровья, и в плане умственного развития. И мы еще очередной раз сообщили нашим родителям о том, что все-таки ответственность за наших детей в первую очередь ложится на наших родителей. И мы своим поведением, своими навыками должны предупредить об опасности детей на дорогах, на водоемах. И, конечно же, сделать все возможное, чтобы наши дети были здоровыми. Ну что ж, я благодарю всех участников нашей дискуссии сегодня. Большое спасибо за участие в программе «Трибуна нового века», «Трибуна депутата». До встречи на ТНВ. До свидания и будьте здоровы.